Я продолжаю писать карту дня на 25 августа. Это вторая часть. Здесь мы смотрим с вами следующие 6 знаков зодиака. От Весов до Рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков зодиака, вам нужна первая часть этого видео. Как и где ее найти? Значит, смотрите, первый вариант. Под этим видео в описании есть ссылка на первую часть. Да, там так и написано. Ссылочка на первую часть. Нажимаете, переходите, находите свой знак, смотрите. Второй вариант. Вы можете оставить запрос в комментариях, да, написать мне, что мне нужна ссылочка на первую часть. Я вам оставлю в комментарии. Третий вариант. Зайти самостоятельно найти на канале моем Таро дома. Вот такие вариантики. А я смотрю дальше Весы. Покажите мне события для Весов. 25 августа, четверг. Что будет у Весов происходить? Смотрим. Первое, что я увидела, это ожидание, корабль. Угу. Получение хороших новостей. Может быть, вы ждете этих новостей. И исполнение желания. Цветочек. Не зря ждали, да, то есть получили новости и желания. Да, ну и тут сразу же выпадает хорошее настроение. Угу. Так, а теперь проверяем с вами горизонтали. Горизонтали вижу надежду. Ну, у вас прям с утра, смотрите, выпадает и надежда, да, и надежда, и ожидание. Надеетесь, ждете, верите, да, вот во что-то прям полдня, первую половину дня чего-то очень сильно ждете и надеетесь на что-то. Угу. Здесь нет совпадений. Получается, у вас первая половина дня, да, надежды, ожидания, и потом, наконец-то, да, вот где-то, не знаю, может быть, в обед, да, после обеда приходят хорошие новости, исполняется ваше желание, и потом вторая половина дня у вас прекрасное настроение, да, то есть на что надеялись, чего ждали, получили. Так что видите, какой у вас будет замечательный день в четверг. Благодарю за внимание. И переходим дальше к Скорпионам. Смотрим Скорпиончики. 25 августа. 25 августа. Четверг. События дня для Скорпионов. Покажите. Для скорпиончиков смотрим. Змея сразу же выпадает. Встреча, общение с человеком-змеей. Да, то есть это либо острый на язык, да, что-то скажет неприятное, либо, может быть, просто похож на змею, по году рождения змея. Мешочек с деньгами. Второе событие. То есть это какое-то событие, связанное с деньгами. Покупки, траты, переводы. Иногда и поступления проигрываются, да, когда деньги приходят. Глубокая печаль, переживание, расстройство ложится рядом со змеей. Ну, в принципе, и с деньгами. То есть тут могут быть переживания как по поводу денег, так и переживания. Да, вот, возможно, этот человек что-то скажет такое, да, что может вас расстроить. Череп нельзя было. Победа. Но опять же, смотрите, да, возможно, у вас будет какой-то результат, победа, да, то есть и змея — это зависть, да, то есть зависть что-то скажет обидное.
Цыпленок, общение с детками, с членами семьи. Если детей нет, это могут быть младшие члены семьи. Время. Вам нужно будет куда-то на время в этот день. Если выпадает будильник, часто показывает, что мы опаздываем. Иногда реже проигрывается как ожидание, когда наоборот долго ждешь. Раньше времени пришел и сидишь ждешь. Слезы. Опять же, слезы тоже могут быть и слезы радости от победы, и слезы разочарования от переживаний. И так может проиграться. Деловое общение. Смотрите, сколько у вас событий много. Прям событие за событием идет. Так, и я проверяю. Горизонтали, вертикали. Весы. Еще увидела весы. Это колебания, сомнения какие-то. 2 сердечка нельзя. Здесь нет, здесь нет. Нет карты, нет. Нет. Нет, больше не вижу. Значит, называю просто по очереди, потому что здесь эти события могут, да, вот некоторые вместе проигрываться, но я вам назову отдельно, вы уже для себя потом поймете. Значит, первое, общение со змеей, с человеком. Дальше, события, связанные с деньгами, переживания, победа. Нужно следить за временем, да, могут быть проблемы со временем. Общение с детками, слезы, деловое общение и колебания, сомнения. Так что, скорпиончики, вот такой насыщенный день, да, то есть есть как события хорошие, так и не очень, да, поэтому сложно сказать, каким будет день, да, 50 на 50, я бы так сказала. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Стрельцы. Смотрим, что у вас. Так. Стрельцы. 25 августа. Четверг. События дня. Смотрим, интересно. Карточки непослушные. Что это может быть, мне теперь интересно. Скользкое дело, хитрость, обман. И, кстати, карточки тоже, знаете, как-то вот так, они как скользкие, как будто были бы. Может быть, это вы будете хитрить, юлить в этот день. Верность. Верность показывает гармоничные отношения в паре. Если у вас пары нет, вы в разводе, не знаю, вы ругаетесь, то это событие не для вас. Да, то есть надо помнить, что это прогноз общий. Значит, это просто не ваше событие. Свидание или приятная встреча. Опять же, если у вас нет, да, с кем ходить на свидание, может показывать просто, например, там встреча с подружкой, с другом, да, то есть приятная. Неприятность может произойти в этот день, но опять же, да, то есть неприятность может быть и вот эта рыба. Болезни, плохое самочувствие или посещение медучреждения. То есть болезнь показывает наше здоровье. Мы занимаемся своим здоровьем. Слезы нельзя. Смотрим периметр. Дорогу нельзя. Здесь флаг есть еще. Флаг — это победа, результат, какое-то достижение. Именно в работе, в делах, возможно.
И все, больше не вижу. Значит, смотрите, у вас получается в этот день какое-то скользкое дело, да, какая-то схема такая, знаете, крутки-мутки. Причем здесь может быть как вас могут в это втянуть, так и вы можете этим заниматься, потому что у меня карты так себя вели, да, то есть они не хотели складываться, показывать, что это вы как-то вот пытаетесь вывернуться, выкрутиться, да, вот себя так вести. Возможно, вам это нужно для того, чтобы получить результат, да, поэтому вполне возможно вы себя будете вести как рыбка. Дальше показывает, что у вас все хорошо, может быть, в личной жизни, да, верность и свидания. И также у вас еще показывает, может быть, неприятность какая-то в этот день и проблемы со здоровьем. Да, вот тоже минус, как бы. Вот у вас 3 минуса. Это неприятность, болезнь и скользкое дело. Так что, видите, надо быть осторожными. Ну, по крайней мере, неприятность, да, и скользкое дело точно можно избежать, если вести себя осторожно. Благодарю за внимание и перехожу дальше к козерожкам. Так, козероги, смотрим. 25 августа. События для козерогов. Козероги, 25 августа. Слезы. Ну, пока расстраиваться не будем, да. Слезы могут быть и слезы радости. Сейчас посмотрим по другим событиям, они нам подскажут, что это могут быть за слезы у вас. Победа, слезы радости, видите, от какого-то результата. Вы придете первым к финишу. Первой. Значит, так, якорь нельзя. Деловое общение у вас может быть в этот день, да, какие-то деловые разговоры. Ключ, прекрасно. Ключ показывает, что перед вами открыты все двери, возможности, да, то есть поэтому и вы достигаете результата победы, потому что ключ помогает вам в этом, да, убирает все сложности, преграды с пути с вашего. Угу. Так, и вечером еще показывает метла. Метла — это может быть ссора какая-то, знаете, такая, ну, несерьезная, да, 5-минутная. Или метла — это еще наведение порядков. Луна еще есть. Луна показывает события, которые повторяются каждый месяц с вами. Может быть, могут даже числа совпадать. Например, вот в 20, да, там 24, 25, 26 в этих числах. Угу. Так, и здесь нет. Получается у вас, смотрите, слезы. Ну, я так понимаю, это слезы радости. От какого-то результата, цели, достижения. Успехи, да, возможности, открытые двери. Деловые отношения, повторяющиеся события и ссора, ну или уборка дома. В общем, вот такие события. То есть вот минус только у нас метла, у вас, вернее, выпала. Благодарю за внимание и перехожу дальше к водолеям. Сейчас посмотрим, что у водолеев будет в четверг. Водолеи. Двадцать 5 августа. Четверг. События дня покажите мне для водолеев.
Верность. Гармоничные отношения в паре с любимым человеком, да, то есть показывает, что у вас любовь. Смотрите, верность еще показывает на события иногда в паре, да, то есть и рядом сразу же домик выпадает тоже, который показывает события. Возможно, у вас какое-то событие связанное с парой, да, то есть день вашего знакомства, день свадьбы, день рождения ребенка, то есть какое-то событие, которое связывает вас двоих. Если у вас пары нет, да, вы один, то это событие не для вас. Да, то есть у вас тогда только домик проиграется. Мешочек с деньгами, траты. Траты, переводы, снятие денег. Скользкое дело еще может быть в этот день. Так, сейчас проверим еще с вами горизонталь, вертикали. Горизонтали, получается, нет, горизонтали крайние. И теперь вот так сравниваем. Значит, смотрите, есть удача. Подкова вам будет вести в этот день. Дальше смотрим. Нет, 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 нет. И нет совпадений. Получается, у вас в этот день какое-то событие, гармоничные отношения в паре. Дальше что-то будете делать с деньгами в этот день, да, какие-то операции будут. Также может быть скользкое дело, вам надо быть осторожным, да, это всегда какие-то схемы, когда нас втягивают. Иногда мы втягиваем, то есть иногда и рыба выпадает, показывает, что мы кого-то будем втягивать в какие-то схемы. Ну, тут не важно, вы и вас, то есть на всякий случай надо быть все равно осторожными, да, то есть тут лучше этого не делать, да, то есть рыба всегда показывает, что все это все равно не получится, в итоге, да, все останутся разочарованы. Ну, еще у вас выпадает удача. Может быть, благодаря удаче вы сможете выскользнуть, да, скажем так, из каких-то хитрых лап. Может еще так быть. Да? Ну, по крайней мере, вы уже будете готовы к этому, да, и можете этого избежать, постоянно перепроверяя, да, вот все какие-то такие, если вы где-то чувствуете, да, что какая-то, ну, что там вот, ну, видно, да, что что-то вот крутят, мутят люди, да, и значит, надо точно будет перепроверять все. Потому что обычно мы интуитивно чувствуем, да, вот вы, в принципе, знак очень интуитивный, поэтому вы интуитивно можете почувствовать, что это вот какой-то обман, что-то нечестное. Так что прислушивайтесь в этот день к интуиции своей. Хорошо, так, смотрим дальше. Рыбки у нас остались. 25 августа. Четверг. События дня для рыбок покажите мне. Рыбки, четверг. Поехали, смотрим. Неприятность, первое событие. Уже предупреждение есть для вас, да, то есть с утра может быть какая-то неприятность. Чтобы ее избежать, нужно, значит, очень себя хорошо контролировать. Надежда. Надежда – это позитивный, да, такой вот настрой. Я думаю, что показывает после этой ситуации, да, то есть у вас есть надежда на то, что все разрешится. Деньги. Событие, связанное с деньгами, будет. Встреча.
общение с детками. Или если у вас нет в окружении детей, это могут быть младшие члены семьи, то есть те, кто младше вас по возрасту. Смотрим, значит, смотрите, есть еще слезы. Могут быть, вернее, да, могут быть слезы. Здесь нет карты, не можем проверить. Здесь нет совпадений, здесь нет и нет совпадений. Но я не вижу больше. Так, что у вас получается? Первая сразу выпала неприятность. Говорит о том, что вам прям с утра нужно быть осторожным. Да? То есть это когда наши ошибки приводят, да, к неприятностям, и потом приходится с ними разбираться. Что-то забыли, потеряли, не взяли с собой, не туда положили, да, то есть, ну, в общем, вы понимаете. Нужно просто за собой следить, возможно, удастся избежать. Дальше показывает, есть надежда, оптимизм, какие-то могут быть траты, переводы, снятие денег, то есть что-то будете делать с деньгами. Дальше может быть встреча, общение с детками. И еще вечером могут быть слезы. Опять же, слезы могут быть и от радости. Понимаете, будете какой-то фильм смотреть, смеяться, с детьми будете играть во что-то, смеяться, да, потому что идут дети, следом идут слезы. Я думаю, что, скорее всего, это слезы будут радости. Так что, или слезы могут проиграться, да, вот в этом событии, в первом, в неприятности, если оно произойдет. Так тоже, в принципе, может быть. Ну, я вам желаю, конечно же, избежать этой неприятности. Мы же как раз расклад для этого и делаем, да, чтобы вы могли, да, увильнуть, скажем так, от этих событий. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.